С начала года в Коми угнали почти 200 автомобилей. По статистике, чаще всего машины угоняют прямо со двора глубокой ночью и нередко при полном попустительстве автовладельцев. Какие транспортные средства в группе риска и как защитить свое имущество? В рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Вера Железцова. В нашей республике чаще всего угоняют отечественный автотранспорт. Но злоумышленники не проходят и мимо зарубежных авто. Чаще всего это происходит из-за того, что владельцы машин не оборудуют их противоугонными средствами, а порой делают так, что угонщик может просто сесть в авто и уехать. Некоторые оставляют свои машины открытыми, когда ненадолго отходят по делам и при этом не хотят морозить свои авто. Бывает и такое, что транспортное средство стоит незапертым всю ночь или даже несколько дней. Этим и пользуются угонщики, а иногда и просто подвыпившие искатели приключений. Принцип здесь такой. Покатался и бросил. Угнанный автомобиль, скорее всего, будет найден. Но в каком он будет состоянии – вопрос открытый. Поэтому нужно ответственно относиться к безопасности своего транспортного средства. Выходя из автомобиля, даже на непродолжительное время, закрывайте все двери и включайте сигнализацию. Следующий способ лишиться своего железного коня – распитие алкоголя в ненадежной компании. Ранее судимый житель Печоры коротал вечер за спиртным со своим знакомым. Как только пьяный приятель заснул, тот тайно похитил у него ключи от машины Kia и поехал на ней кататься. Позже мужчину задержали сотрудники ГИБДД. Злоупотребление алкоголем никогда не приводит ни к чему хорошему. Тем более, если вы выбрали не ту компанию. Не стоит приглашать в дом малознакомых и ненадежных людей. А тем более сообщать им, где лежат ценные вещи или ключи от автомобиля. В лучшем случае злоумышленник просто угонит ваше авто, покатается и бросит. А в худшем может стать участником ДТП. Порой, чтобы сэкономить на ремонте авто, водители обращаются за починкой в малоизвестные автомастерские или дают механику ключи от своего гаража. Такая беспечность также может дорого обойтись автовладельцу. Чтобы такого не случилось, обращайтесь только в проверенное СТО с хорошей репутацией. Желательно, чтобы там велось круглосуточное наблюдение. Видеозаписи помогут в случае угона или повреждения авто. Во избежание угона транспортного средства необходимо оборудовать автомобиль противоугонной системой. Не стоит оставлять машину открытой, а ключи в замке зажигания. И если все же произошла беда и ваш автомобиль пропал, необходимо незамедлительно сообщить в органы внутренних дел. Помните, чем быстрее вы информируете полицию о пропаже своего транспортного средства, тем больше шансов вернуть его вам в целости и сохранности.